Пользуясь случаем всем, выражаю от имени Министерства юстиции, что приняли активное участие на местном уровне, особенно представители органов местного самоуправления, государственной администрации, адвокаты, а также юристы, параюристы, которые активно участвуют. Потому что правовое просвещение – это один из важнейших задач Министерства юстиции, не только Министерства юстиции, всех государственных органов власти и органов местного самоуправления согласно их положению. Да? Сегодня очень много было вопросов, связано и с новым законом о гарантированной государственной юридической помощи. Это третий закон уже по счету. Этот закон уже предусматривает все те недочеты, которые были в предыдущем законе. И самое главное, это то, что мы создаем сейчас в настоящее время службу юридической помощи, которая будет действительно заниматься координацией деятельности всех государственных органов в предоставлении юридической помощи, не только государственных органов, но и международных и общественных структур. Помимо этого, новое в законе то, что теперь уже консультативную помощь мы тоже должны будем оказывать. Служба. Раньше это в законах не было, но мы предоставляем, теперь мы это узаконили как бы. С мая по август текущего года, 2022 года, совместно с Министерством юстиции FHI 360 в Кыргызстане провели акцию «Аксесу Хухтук-Жардам» на территории Сокульской и Джалабадской областей, где сотрудники различных государственных органов на специально оборудованном минибусе выезжали в отдаленные регионы, в отдаленные села, аилы, аильные аймаки, для того, чтобы предоставлять бесплатные юридические и другие консультации населению. В ходе этой работы бесплатные консультации получило более 1600 человек. Люди обращаются по самым различным вопросам, зачастую это просто какие-то элементарные вопросы относительно регистрации земельных участков или, может быть, получения паспортов, а у кого-то, может быть, более сложные какие-то споры за недвижимость и так далее. Это была очень хорошая акция, люди высказывали очень много положительных отзывов и даже просили, чтобы такие акции проводились не как акции, а на постоянной основе, чтобы госорганы периодически выезжали. Министерство юстиции уже ведет переговоры, насколько нам стало известно, с Кабинетом министров для того, чтобы такие акции проводить на постоянной основе и уже за счет средств государственного бюджета. То есть здесь уже будет устойчивость, и государственные органы не будут зависеть от поддержки международных институтов и других партнеров. Это очень хорошая идея, потому что действительно у людей очень много вопросов, которые можно было бы решать таким образом на местах. В Джалабадской области были выбраны два района, это Базар-Курганский и Сузакский районы. Акция началась с 18 июля и заканчивалась 12 августа. Всего было 20 дней. Были охвачены все аильные аймаки двух районов, это 23 аильных аймака. И за этот период были охвачены более 900 граждан местного населения. И все получили бесплатные консультации, некоторые бенефициары на местах решали свои проблемы. В рамках проекта «Джигерду Джарандар» наша организация уже работает около 3 лет. И до начала акции мы частично уже выполняли эти функции. И по завершении этой акции, она уже завершилась. Мы продолжаем также работу в этом направлении, только уже без участия государственных служб, уже только путем предоставления консультаций только нашими юристами. Они работают по всему южному региону.